Союз писателей, например, Башкирии и многих очень, значит, уже городов, они давно в Союз писателей России. И татарские писатели это воспринимают как потерю суверенитета. Так это или не так? Вот давайте возьмем среднестатистического человека. Мы спросим, какие известные произведения вы знаете за последние 20 лет? И вряд ли кто-то ответит внятно. Где наши новые белые цветы? Где наши белые цветы, написанные про учителей? Где наши белые цветы, написанные про шахтеров, например? Мы должны сейчас восхвалять профессию. Мы должны сейчас показать татарский фольклор, татарский дух, татарский характер. Мы должны написать книги, которые будут рекомендовать друг другу, например. Повестка дня. Татарстан Yazıcılar Birliği'nin Россия Yazıcılar Soyuzu'yla birleşiyor meselesi. İkinci mesele, Россия Federasiya Yazıcılar Soyuzu Tatarstan bölüğü bilen, izlekçisi yani Tatyana Ivановна Suşensova, bir işmağa birleşiyor. İkinci mesele, Ustavka yana istemeler kırdı. Yazıcılarının jiyini deb aytayık, siyezdi deb aytayık, qurultayı deb aytayık. Bu hal etkiş meseleni şişeşek. Biz endi necha dista yillar Rossiya Yazıcılar Birliginden ayrim yaşaymiz. Bunun bir qarasan bir nendek yüzüncəligi de yo'q kibik. Ammo lakin Tatar yazuvchisi mana necha dista yil endi dunyo adabiyoti yasovchi kishilardan ayrim yashaylar. Ular bilan aralashmaylar. Ham shu aybir bizning adabiy asarlarimizda da niq seziladi. Tatar adabiyoti toraydi. Tatar adabiyoti ko'pdir darajada soyiqdi. O'z ishinagina beklanib yashay boshladi. Mana bugungi syezd agarda biz yangidan Rossiya yozuvchilari bilan birlikda bo'lsak, biz endi dunyo yozuvchilari bilan birga yashayashak biz deb ayta olashakmiz. Biz dunyo bilan niqroq baylanishda bo'lashakmiz. Shuning uchun bu syezd menim uchun ana shunday umidlar uyata ham men ishonam Tatar yozuvchilari hech cheksiz biz birlashik, biz do'stlashik, biz bir tug'an bir oila bo'lib yashayik deyishaklar. Республикабызның Язучылар берлеге ул республикадагы җәмәгать оешмалар арасында иң дәрәҗәле һәм иң зур күләмле һәм иң күп санлы, аның өстенә республикабызның рухи гуманитар тормышына, мәдәни тормышына тирән һәм зур йогынты ясап яшәп эшли торган шундый җәмәгать оешмасы һәм менә сезнең хезмәтегезне, сезнең ролегезне бу исәптән караганда республикабыз җитәкчелеге таный һәм без сезнең белән һәр даим менә мөмкин булган тыгыз элемтәдә эшләп яшәп киләбез. Вот есть Зифа Кадырова, например, да? Ну вот как ее оценивать? Но ведь ее читают. Или Зулейха открывает глаза, например, все обсуждали. Или же, например, город Брежнев, да, книгу. Поэтому, значит, нужно сейчас и очень много таких у нас общественников, которые пишут чужими руками, и еще они делают тираж 50 книг, чтобы просто сделать презентацию. Но как-то нам нужно научиться через сито пропускать вот этих вот горе-писателей. Ну зачем? Все знают, что он не умеет писать, а вдруг он написал книгу. Но это же смешно. Вот, поэтому давайте к этому серьезнее относиться. И самый главный вопрос, как нам настроить нашу молодежь, чтобы она начала читать, чтобы она интересовалась. Надо, чтобы писатели шли в школу со своими произведениями. Надо, чтобы поэты шли в школу и вместе обсуждали эти стихи. Надо, чтобы была татарская литература, даже если она переведена на русский язык, с татарским духом, про татарский фольклор, татарскую культуру. Мы должны настроить нашу молодежь. Мен бик каршылыклы авыр хисләр кичерәм дөресен әйткәндә. Чөнки беләсезме, мәсәлән, без әле әдәбиятка аяк баскан вакытта безне кызыктыра килделәр инде. Менә элек бердәм язучылар берлеге бар иде, ул бик җитди иде. Анда
Безнең мөмкинлекләр башка иде дип, шул ук ял йортлары булсын, мин инде бытовой мәсьәләләрендә әйтәм, китап чыгарулар булсын, ягъни тәрҗемә эше җайга салынган иде дип. Һәм бу безгә бик ымсындыргыч кебек тоела иде ул вакытта, беләсезме? Ләкин соңрак менә үзеңчә, үз йортың белән яшәргә күнеккәннән соң, менә бу ничектер, әйдәгез бер тулай торакка күчеп бергә яши башлыйбыз кебек дигәнрәк хис калдыра миндә, һәм әзрәк мин аны акылым белән аңлыйм, шулай кирәк һәм шулай булачак ихтимал икәнен. Ләкин менә җанымда ниндидер бер каршылыклар да бар. Ихтимал, әгәр дә дөнья һәм илдәге вазгыять башкачарак булса, бу мәсьәлә тумас та иде һәм ниндидер менә бу җан газапларын кичерергә дә туры килмәс иде дип уйлыйм мин. Тарихта һәм бүгенге көндә ул шарт фигыльләрне бик өнә бетерми. Шуңа күрә һәрхәлдә съезд хәл итәчәк. Менә аның карары, бөтен язучылар бүген җыелды, тупланды. Съезд ничек хәл итсә, шул була инде. Һәм ничек хәл ителә, шулай яшибез. Другие издательства сможем обращаться, которые непосредственно к Союзу писателей России принадлежат, значит, у нас, я думаю, будет уже открыта дорога туда. Кто-то у нас, конечно, пользуется этим, но не настолько широко. А когда мы будем членами уже Союза писателей России, сможем тоже так же обращаться. Поэтому мы надеемся, как писатели, мы надеемся на издание своих книг более широкое. И то, что это будет, в общем, по всей России, не только у нас в Татарстане. Əgər də kim yazıçılar Soyuzu əgzələri arasında Россия Yazıçılar Soyuzu bilən birləşü ne kuplu, şuların mandatların kütərini sırayım. Kim karşı? Kim karşı? Мы не договаривались, потому что это было общее стремление, это было общее желание. Мы просто отработали механизмы, и мы выполнили волю большинства, и мы выполнили волю общества. И не будем кривить душой, воля это президента Российской Федерации и Раиса. Потому что вот такое объединение, оно идет консолидация по всем сторонам нашей жизни. Я уже говорил, в оборонной промышленности, в дипломатии, в финансах. И идет объединение по линии нашего духовного единства, духовной безопасности нашей страны. Поэтому мы не договаривались, мы просто встретились, подвели какую-то определенную черту под нашей историей и идем дальше. У нас единые цели, у нас понимание общее значимости литературного слова, у нас общее понимание значимости ответственности перед родным языком, перед нашей историей нашей страны и наших всех республик. Поэтому я выражаю искреннюю благодарность съезду Союза писателей Республики Татарстан. Я выражаю каждому члену Союза писателей Республики Татарстан и Татарстанскому региональному отделению Союза писателей России за такое практическое единодушие в решении всех этих вопросов. Были свои мнения, было свое понимание некоторых процессов. Это тоже нормально, это тоже мы не казарма, мы строим, не ходим, но вот это единодушие, с которым были приняты все решения о вхождении Союза писателей Республики Татарстан в состав Союза писателей России, Российской Федерации. Это был первый вопрос. Второй вопрос – объединение Союза писателей Республики Татарстан и Татарстанского регионального отделения Союза писателей России. Это важнейший пункт, это проходит по всей стране. Вот такие объединения с другими союзами. Это даже не объединение, я бы сказал, это консолидация нашего литературного сообщества по решению задач, которые стоят перед нашей страной и нашим обществом.